Добрый вечер. Вы смотрите «Якутию в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. В истории цивилизации произошло несколько информационных революций из-за кардинальных изменений в обработке информации. 20 век был отмечен изобретением микропроцессоров, персональных компьютеров, формированием компьютерных сетей. Одна из фундаментальных инноваций прошлого столетия – это преобразование механических средств информации в электронные. С ходом времени технологии продолжают свое развитие. В последние годы у нас в стране, как и в других странах мира, активизировалась разработка и реализация политики развития информационного общества. О том, какую лепту в это вносит IT-столица Дальнего Востока, как мы называем Якутск, сегодня поговорим с Василием Ефимовым, министром инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий нашей республики. Василий Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер, Ирина. Вы не так давно стали министром. Расскажите, какие вообще ключевые стратегии и инициативы, с чего вы начали свою работу, успели ли войти уже познакомиться? Да, ну, конечно, с министерством я уже был знаком давно. Возглавляли один из его подведов. Да, соответственно, у нас были очень хорошие коммуникации со всеми коллегами из других организаций, будь то из СМИ, из инноваций, соответственно, ну и связи. Поэтому коллектив мне достаточно знаком, команда очень сильная, компетентная, ну и видно то, что с такой командой можно достигать больших высот. Ну и одна, наверное, из таких инициатив, которую сразу вот я подхватил, я осознал то, что это проект такой точно регионального масштаба, ну и межрегионального на самом деле, это вот «Синергия Арктики». «Синергия Арктики» — это проект, который вот направлен на то, что мы будем строить оптоволоконные сети во всех арктических районах. Вот, два района уже подключены, ну и, соответственно, 11 ожидают подключения до 2026 года. Скоро в Вот. Жиганске ждем, да, интернет? Да, да, совершенно верно. И качество жизни населения, которое вот в отдаленных районах сейчас проживает, оно, конечно, в разы повысится, потому что там придет и образование, телемедицина, вот, и, соответственно, вся вот наша инновационная экосистема также. То есть будут доступны и образовательные ресурсы, вот наша платформа «Скиллометр», в которой мы инвестировали, они уже создают региональный такой цифровой контент, который будет доступен для всех возрастов. А что это за платформа? Скиллометр — это образовательная платформа, которая при помощи искусственного интеллекта, путем того, что человек отвечает на вопросы, определяет, какие навыки ему необходимо, ну, грубо говоря, прокачать, и, соответственно, там иногда даже вот рекомендует, какие вакансии есть и что нужно сделать для того, чтобы, какие курсы пройти, для того, чтобы туда трудоустроиться, в ту или иную организацию. Вот. Но эта платформа достаточно универсальная. Ее, кстати, вот применяют также уже в группе компании «Алроса», как вот один из элементов систем управления персоналом, точнее человеческим капиталом. Вот. И сейчас вот мы надеемся, что это тестирование этой гипотезы пройдет успешно, внедрение Валроса пройдет успешно, и, соответственно, эта технология будет внедряться и в других организациях, ну и, соответственно, во всех сферах Республики Саха-Якутия, где вот необходимо развивать вот какие-то те или иные навыки. Там, да? А там, кстати, речь про какие навыки идет? Вот про модные нынче софт-навыки она тоже Да. Там на самом деле тестирует? контент, он может быть любой. Там, и могут быть такие твердые, как говорится, навыки, там, да, ну и вот софт навыки тоже. То есть это и для работодателя, и для самого человека, в общем, тоже, чтобы понятно было, в какую сторону развиваться. Да, совершенно верно. Но вот, как мы уже сказали, вы... да, мы же работаем в прямом эфире, задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39. Можно отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. И, конечно, в нашем мобильном приложении можно задать вопрос. Чтобы его скачать, надо отсканировать QR-код, который вы сейчас видите на экране, открыть прямой эфир Якутии-24 и во всплывающем окошке задать наш вопрос. Видите, мы тоже... вполне себе инновационная информационная компания. Вот как мы уже упомянули, вы возглавляли подвед венчурной компании Якутии, и вот эксперты и ваши бывшие коллеги по Якутии о вас отзываются положительно, говорят, что у вас есть управленческий опыт и много успешных реализованных проектов. Вот, ну, что-нибудь про эти проекты, ну, чем вы особенно гордитесь, да? И вообще, ну, стало ли неожиданностью новости о таком назначении? Ну,
проектов, конечно, было много реализовано, там, да, но, не знаю, ну, много успешных, я не знаю, это потом уже, так скажем, время там рассудит, но мы действительно запустили и реализовали достаточно такие серьезные проекты. Наверное, такой самый основной, ну, из последнего, да, об этом также вот писали СМИ, то, что мы вместе с компанией «Алроса» запустили вот программу по импортозамещению программных продуктов. «Алроса» пожертвовала 100 миллионов рублей, и на эти деньги местные стартапы якутские разрабатывают программные продукты, ну, в том числе вот как раз-таки с «Километр» платформа там, да, для вот нужд алмазодобывающей отрасли в целом. Вот. Ну и сама идея в том, то, что и вот используя, так скажем, бюджеты корпоративной социальной ответственности, крупный бизнес, он не только вот вкладывает в какие-то вот социальные объекты, строительство школ и так далее, да, что безусловно важно, но и также вот на развитие предпринимательства. И при этом «Алроса», она получается некой такой площадкой экспериментальной, где стартапы могут попробовать применить свои технологии, решения, и в случае успеха они дальше идут на внешние рынки к другим недропользователям. И вот эта программа уже через нее проходит, точнее, около 9 компаний. Вот. Не все пока что заключили договоры, там, да, но у нас уже вот есть, как я вот рассказал уже про «Километр», но также вот есть решения, связанные вот... Потому что «Алроса» — это достаточно такой крупный холдинг, это не только добыча, там есть и авиакомпания, там есть и медцентр, Гостиницы. и все остальное. Поэтому это просто на самом деле идеальный заказчик для наших стартаперов. Потому что сейчас сложилась такая ситуация, да, когда появились новые возможности, потому что у крупного бизнеса в связи с тем, что многие разработчики покинули страну по понятным причинам, наши компании могут вот занять эту нишу. И поэтому появился спрос. То есть раньше, возможно, это было не сильно так реалистично, но сейчас это реальность, и спрос есть, и рынок этот очень большой. И мы, соответственно, нашу стратегию вот несколько поменяли и сфокусировались уже вот на бизнесе, крупном бизнесе. Также вот одна из инициатив, которую мы реализовали, вот это арктическая стартап-экспедиция, она у нас вообще началась с 2019 года, я уже здесь также вот в прямом эфире рассказывал об этом проекте, но ее особенность заключается в том, что это арктическая стартап-экспедиция «Дальний Восток, Арктика, Россия». Вот. Соответственно, у нас 18 регионов, которые относятся к ДФО и арктическим регионам Российской Федерации. Это вот наша территория охвата. И наш фокус — это креативная индустрия. У нас есть наши сильные партнеры, это агентство стратегических инициатив, это все под инициативой вот также вот и Минвосток развития, вот, но мы как регион, получается, инициатор. И мы уже завершили вот первый этап в Хабаровске, сейчас коллеги находятся в Биробиджане, и, если я не ошибаюсь, сейчас вот направление, которое они реализуют, это дизайн одежды. Вот. Соответственно, посмотрим, что получится. И попутно в рамках вот этого проекта изучаются экосистемы других регионов. Ну и, соответственно, мы ожидаем то, что в конце у нас будет еще большая картина, там, да, как вот развиваются технологии, креативные индустрии в других регионах. И мы друг друга начнем обучать, ну и, соответственно, вместе работать. Наверное, вот из основных проектов это вот эти два я бы выделил. Но надо пояснить для зрителей, что венчурная компания, ну, вот как я понимаю, да, это те, кто вкладывают деньги в стартапы, а стартапы, значит, если 1 из 10 становится успешным, это хороший показатель, правильно? Вот Это так вот 1 грубо. из 10 это отличный показатель, там, Да? я бы сказал, да, потому что вы совершенно правильно отметили, венчурная компания совместно вот с Фондом развития инноваций, как бы это по сути как бы группа там, да, это фокус предпосевная стадия, так называемая, да, вот самая начальная стадия проекта, потому что у нас есть государственная миссия инвестировать в стартапы, в которые не инвестируют, например, вот, ну, на этой стадии не инвестирует частный бизнес и частный капитал, потому что он высокорисковый. Там не 1 из 10, там, можно сказать, 1 из 100 на самом деле. И это тоже вот как бы успех. И поэтому в этом заключается как раз-таки вот основная вот миссия венчурной компании Фонда развития инноваций, чтобы дать возможность технологическим предпринимателям, которые находятся вот на этой стадии, протестировать гипотезы, ну и сделать глобальный прорыв. Ну, то есть понятно, что вы были плотно погружены уже в тему развития инноваций, вопросы развития инноваций. А сейчас какие проекты реализуются? Сейчас вы имеете в виду в министерстве или вот венчурной вот компании? в министерстве. Ну, самый вот главный проект, как я сказал, это все-таки вот синергия Арктики, там, да, потому что... И готовится еще форум «Ведь цифровой алмаз».
Да, цифровой алмаз — это достаточно такое вот большое мероприятие федерального уровня. Мы уже будем его проводить второй год. Это будет 23-24 ноября. Ожидается приезд достаточно вот таких спикеров очень высокого уровня федерального. Да? Ну, во-первых, конечно, это Максут Игоревич Шадаев. Вот. Асет Сергеевич, безусловно, будет принимать участие. Да? И мы уверены, что это будет отличная площадка для выстраивания коммуникаций также вот, между нашими компаниями технологическими, ну, которые задействованы в креативных индустриях, и вот с потенциальными заказчиками. И что по результатам вот этого форума будут вот привлечены средства в экономику Республики Саха-Якутия. Да, и еще скоро предстоит выставка ведь на ВДНХ большая, где Да. у вас министерство тоже будет представлено. Да, да. У нас 12 ноября на площадке вот ВДНХ будет представлена практически вся наша инновационная экосистема. Вот. Это очень такое ответственное масштабное мероприятие, мы к нему очень усиленно готовимся. Вот. Участвуют все наши подведомственные организации. Это не просто вот такое мероприятие, там, да, также вот, где мы показываем наши достижения. Ну, это, наверное, одна из наших целей, все-таки это ВДНХ. Вот. Но, тем не менее, это опять же вот площадка, куда мы вывозим наши компании, то есть, они сами выезжают, где-то вот оказывается некая поддержка, и они получают доступ там, к потенциальным инвесторам. Потому что там наши компании, которые представители креативных индустрий и инновационной экосистемы, безусловно, там будут. Вот. Ну, мы говорим про креативные индустрии, про креативную экономику, но мы и тут часто говорим. Но я вот заметила, что с разными гостями мы разговариваем про это, и у всех понятия креативной экономики, креативной индустрии немножко разные. Вот хотелось бы узнать, что вы вкладываете в понятие креативная экономика или креативная индустрия, что, по вашему мнению, туда входит? Я согласен, что много разных интерпретаций, много разных версий, определений, но, наверное, они все, скорее всего, правильные. Вот. И, наверное, в этом сама вот суть креативных индустрий, то, что это что-то в каждом регионе, оно уникальное. Ну, даже когда вот мы говорим креативная экономика или креативная индустрия. Да? Но для меня экономика в первую Но экономика начинается, когда начинается зарабатывание денег, вот, правильно? как раз вот я об этом хотел сказать, да, то, что для меня вот слово экономика — это основное. То есть это все равно есть люди в нашем регионе, которые очень творческие, талантливые, умеют создавать некие там продукты. Сейчас, кстати, вот говорят о том, что, по-моему, вот креативная индустрия, руководитель говорил о том, что нужно определить и в определении заложить следующий смысл, то, что деятельность, вот, связанная с креативной экономикой, это та, которая приводит к созданию интеллектуальной собственности. Но я бы, наверное, даже дополнил то, что это не только интеллектуальная собственность, но и нематериальный актив создается. Почему нематериальный актив? Так как я финансист, актив — это то, что приносит экономические выгоды. То есть, например, если зарегистрирован какой-то товарный знак, там, торговая марка, да, но при этом за ней нету экономики, соответственно, это, вот, наверное, можно назвать интеллектуальной собственностью. Но нематериальный актив, если вот на основе вот этого товарного знака там, да, или бренда приходит выручка, экономические выгоды, соответственно, это является активом. Поэтому но вот относительно нашего региона, я бы вот, кстати, вот вчера я встречался с коллективом НВК Саха, вот, и, ну вот, я четко есть понимание, то, что НВК Саха — это есть вот также и креативный кластер, да, вот, где создается очень много такого важного там контента, вот, и здесь вот я тоже четко понял то, что все-таки, наверное, подтвердил эту гипотезу для себя, то, что основа креативной экономики Республики Саха-Якутия — это все-таки наша культура, вот, потому что, если обратить внимание, все бизнесы и предприятия, которые зарабатывают неплохую выручку на сегодняшний день, да, вот, ну, это тоже вот кино, одежда, дизайн, ювелирная отрасль, это все то, что у нас уже веками, там, годами формировалось. Вот, спрос имеется в виду внутренний. Вот, и это все основано на нашей культуре. Но те же ножи, хамусы, да, это тоже Да, креативная это все экономика? имеет спрос, это люди это покупают у нас. И, соответственно, если есть внутренний спрос, то наша задача как бы его возможность как-то увеличить и, соответственно, там идти вот на внешние рынки. Вот. Поэтому я бы как сказал, что да, креативная экономика, точнее деятельность связанная, это та, которая приносит экономические выгоды. В основе это, конечно, творчество. Можно это называть даже творческие индустрии. Там, да, кому-то нравится, возможно, словосочетание творческая экономика, она более будет понятна. Да? Вот. Ну и основанная на культуре народов Республики Саха-Якутия. То есть получается, что и игровые индустрии, и IT — это просто часть креативной экономики, потому что мы обычно упираемся вот в IT, Да, да. и
и Я бы говорим... не стал отделять IT, просто у нас так сложилось, то, что вот развитие инновационной экосистемы республики, да, ну, ввиду понятных обстоятельств, то, что вот логистика и так далее, да, то, что мы все-таки, это наше, как бы скажем, преимущество, да, это то, где мы сильны, сильная математическая школа, вот, ну и, соответственно, как бы экспорт этой продукции, там, ну, точнее, вывоз за пределы республики, он как бы такой быстрый, да, там не нужно физически что-то перевозить. Ну и поэтому у нас инновационная экосистема, основной упор сделан на это сравнительное преимущество, там, да, и поэтому у нас IT как будто бы отдельно. Но по сути все равно это креативная индустрия, это то, где создается интеллектуальная собственность, нематериальные активы, которые потом впоследствии монетизируются. У нас есть вопрос. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, меня зовут Илья, я из города Ленска. У меня два вопроса. Первый вопрос касается того, что для того, чтобы пользоваться в полном объеме программными продуктами, нужно иметь определенную ресурсную базу. Во многих районах республики, например, в Ленском районе, низкая скорость интернета. Планируете ли вы контролировать качество услуг, представляемых операторами связи? И второй вопрос. По указанию президента России, государственные структуры должны перейти на электронный документооборот и использовать компьютеры российской сборки. На сегодняшний день по этому вопросу отсутствует подробное методическое пособие. Собираетесь ли вы его разрабатывать? Благодарю за внимание. Так, ну, по качеству связи там, ну, как бы есть операторы, которые обязаны так или иначе оказывать услуги, потому что они оплачиваемы, да, и делать, ну, в любом случае, мне кажется, что можно обращаться в министерство по данному вопросу, если какие-то проблемы. Я вот как раз был вот в Ленском районе. Вот говорят, плохой интернет. Да, говорят, плохой интернет. Но, честно говоря, не сильно этого заметил. Вроде бы интернет был достаточно стабильный. Там, да, у меня все видеозвонки работали. Вот. Ну, может быть, просто вот разные бывают факторы. Там, Нет, да. мы же еще различаем интернет мобильный, может быть, там и именно оптоволокно. Ну, там, знаете, вот все-таки, опять же, вот если говорить про качество, там, это можно обратиться в министерство, мы обратимся к оператору там, и узнаем, и обязательно вернемся с ответом. Вот. Что касается второго вопроса по документообороту, но, на мой взгляд, этот процесс-то у нас уже идет, так или иначе, да, то есть все органы исполнительной государственной власти пересели вот на электронную систему документооборота. Если я вот как раз перед прямым эфиром очень много там подписывал документов, вот, и, соответственно, эта система работает. И использование также вот программных продуктов, операционных систем уже отечественного производства и компьютеры, которые у нас, ну, у меня на рабочем столе стоит, по-моему, это производство Татарстана, вот, операционная система Astra Linux, вот, ну, используем как бы ESET. Поэтому с точки зрения инструкции, ну, я думаю, это, опять же, если вот дадите контакты, мы на этот вопрос ответим, я сейчас не готов. Но так как мы это уже все применяем, используем, и все остальные ОЕГВ, то, я думаю, такие инструкции есть. Спасибо. Ну, давайте вернемся к креативной экономике. Вот я сейчас вас слушала и подумала, что это, если вы говорите, ну, если говорить о том, что это не интеллектуальная собственность, что это создано о творчестве, то, по сути же, и писатели — это тоже креативная экономика, да, то есть Пушкин, он вполне был себе участником креативной экономики, потому что продавал свое творчество. Да, да, и у него были хорошие маркетологи, скорее всего, ну или он сам хороший маркетолог тоже. Вот. Но книга, да, потому что у нас есть, например, вот издательство «Аяр», да, и это как раз пример, когда вот есть внутренний спрос на вот такой, скажем, продукт. Вот. Это одна из таких предприятий, которые имеют достаточно стабильную и высокую относительно других организаций выручку. Вот. И это тоже, вот, как вы правильно сказали, пример там, да, вот, креативной индустрии. Конечно, там вот и компания, между прочим, она также перешла в цифру, есть приложение. Вот, ну, это приложение нужно размещать на отечественных платформах, и тогда будет возможность дополнительной коммерциализации. То есть это как раз-таки вот пример, когда такие вот, скажем, традиционный бизнес, который, так скажем, в какой-то степени аналоговый, да, если это уместно сказать, но он переходит в цифру и, соответственно, увеличивает выручку. Поэтому, я думаю, тоже вот... И много очень сейчас технологий применяется в издательстве печатном, да, вот дополнительная реальность, QR-коды всякие разные и так далее. Вот поэтому уже вот это все идет такое смешение, пересечение, и этот рынок все равно будет дальше вот расти, потому что ну, вот такая компания, как Аяр, это подтверждение того, что спрос есть.
Мгм. А у игровой индустрии есть у нас преимущество? Это, ну, это же тоже часть креативной экономики, есть вот перспективы? Да, конечно, игровые индустрии на самом деле это огромный рынок, Мгм. колоссальный. Он даже больше, чем рынок кино, на самом деле, по выручке, да, совокупной. Мгм. Вот. И у нас очень много талантливых ребят, которые любят делать игры, умеют делать их качественно. У нас сейчас вообще идет акселератор, наш уже 10-й поток, который уже посвящен конкретно вот тематике разработки игр. Вот. И, соответственно, мы видим то, что есть много талантов, людей, которые эти игры производят, и мы уже видим их первые вот успехи, потому что те компании, в которые вот мы вложились, они уже размещаются на платформах, имеют там какую-то выручку, поэтому вот по игровым индустриям, конечно же, у нас есть компетенции. Это Якутск, он всегда славился тем, то, что здесь сильные разработчики, компании соответствующие, и это у нас дальше как бы сохраняется, и мы вот надеемся, то, что все это будем приумножать. Мгм. А про мультипликацию это ведь тоже часть Ну да, креативной они даже чем-то экономики у нас. похожи в какой-то степени. И, ну, если говорить о компьютерных играх, говорить про мультфильмы, якутские мультфильмы это же тоже такая отдельная часть, тем более, если говорить про якутские мультфильмы на якутском языке, которые в том числе НВК Саха производит, это же еще и приобщение к родному языку. И мы вот ну, фестиваль провели довольно успешной анимации, и на конкурсах различных уже заявляют все мультфильмы. Кстати, на той же выставке ВДНХ тоже будет. Сейчас вот в Мирном открыли первую детскую студию. Да, Насколько да, это направление да. вообще успешно? У нас вот студия «Тундра» так очень хорошо себя проявила. Короткометражный мультфильм «Бык холода» находит вот своего зрителя. История достаточно увлекательная, понятная, но качество прорисовки очень высокое. Это они являются резидентами «Квартала труда». Вот. Есть и другие анимационные студии. Например, вот Таисия Тарабукина, которая возглавляет, также вот делает мультфильмы. Вот есть сообщество «Кандекан», которые тоже вот начали, на самом деле, с мультфильма. Поэтому производство мультфильмов, ну, собственно, как и вот в НК «Саха», это очень сложный такой процесс, на самом деле, творческий. Вот. И при этом вот вчера то, что я видел, вот небольшую студию, комнату, где трудится достаточно большое количество людей. Вот. Видно, что это люди-энтузиасты. Они обретают навыки, компьютерный дизайн, дизайн в целом. И они делают очень качественный контент, как вы сказали, вот на якутском языке. И видно по количеству просмотров, то, что спрос также есть. Ну и я вот также сказал Олегу Олеговичу, да, то, что наверняка вот эти ребята, скорее всего, в какой-то момент, когда они уже поймут, то, что они могут создавать контент самостоятельно, могут уйти уже в свободное плавание, стать уже предпринимателями, создавать свою студию, становиться резидентами «Квартала труда» и делать там анимацию. Ну и анимация, компьютерные игры, они достаточно близки, там, на мой взгляд. Поэтому вот НВК «Саха», вот особенно студия вот анимации, это некая, я вижу, кузница кадров. Работают молодые люди, профессионалы, там есть выпускники АГИКи, которые вот, ну, видно то, что делают продукт свой очень качественно. Мгм. Есть профориентационный проект «Моя профессия IT», география которого вышла давно за пределы нашего региона. Сейчас субъекты страны уже проходят отборочные этапы всероссийского конкурса. Вот Ну, насколько это нужное мероприятие для молодежи, насколько перспективное? Ну, моя профессия IT — это на самом деле один из, наверное, лучших наших региональных проектов, который уже имеет свою постоянную аудиторию. МПИТ — это уже, ну, вроде как сложно выговаривать, да, но МПИТ, я сочетание, ну, точнее, вот эту аббревиатуру слышу очень часто. Вот. А как она расшифровывается? Моя профессия IT. Вот. МПИТ. Поэтому, да. И вообще, на самом деле, ребята, по-моему, даже говорят, что можно делать моя профессия инженер, моя профессия там, учитель и так далее. То есть на базе вот этого конкурса можно делать вообще что угодно. Профориентационное что-то такое Да, да. большое. И вот руководитель проекта Мичил Стручков, они сейчас находятся в Петропавловске-Камчатском, вот, и проводят вот этап «Моя профессия IT там». Вообще всего у нас уже 10 субъектов в этом году прошли вот эти этапы МПИТ. И этот конкурс, на самом деле, он в Якутии, опять же, имел очень большой спрос, до сих пор имеет. И это как раз яркий пример, когда вот такие инициативы региональные идут уже в другие регионы страны и имеют также успех. В рамках вот конкурса «Моя профессия IT» работают наставники. И, кстати, вот один из, наверное, таких
так скажем, не то чтобы фишек, да, но это вроде как стандартно, то, что есть наставники и эксперты. Но в данном случае ребята вышли на нашу диаспору, на наших земляков, которые вот проживают в других регионах. Ну, в частности, вот есть Александр Борисов, который имеет опыт работы в Тинькофф банке, который имеет опыт работы в Яндекс.Пэй, и он является вот ментором. И это вот очень здорово, то, что наш проект «Моя профессия IT» вышел за пределы нашего региона, потому что теперь уже наши земляки, якутяне, которые проживают в тех или иных регионах, они уже становятся наставниками. И вот выстраивается такая вот цепочка. А это большие профессионалы, которые имеют опыт в огромных корпорациях. Вот. И поэтому это такой конкурс, который объединяет людей, объединяет детей. Дети понимают, что такое IT, они решают практически какие-то задачи, проводятся так называемые хакатоны, вот, и все это всегда на позитивном фоне. И есть и денежные призы, есть и не денежные, ну и видно то, что вот по реакции, по лицам вот, людей, детей, что этот конкурс, он действительно будет жить еще долго и принесет много полезного, там, не только республике, но и нашей стране. Ну, вообще IT сейчас очень модное направление. Мы летом тоже делали много программ про вступительную кампанию, и именно IT-направление самое популярное. Институт математики, колледжи различные. То есть сейчас вот, ну, как бы все хотят войти в IT. В этом году в Якутске появилась школа 21 от Сбера, тоже большой проект, которая, в общем, позволяет войти в IT не только школьнику, не только выпускнику, да, но и там, взрослому человеку, причем бесплатно. Это первое образовательное учреждение такое на Дальнем Востоке. Вот расскажите подробнее про него. Ну, вы, наверное, уже все практически рассказали, потому что там обучают вот IT-специальностям разным. Это вот и наука данных, это искусственный интеллект, ну и все возможные на самом деле. Ну и особенность в том, что там нет преподавателей, и, можно сказать, более там опытные там, ученики, выпускники обучают других. Это как бы, как говорится, peer-to-peer. Вот. И это такое вот пространство, на самом деле, которое в этом году у нас уже сейчас вот в потоке, если я не ошибаюсь, 200 человек. Вот, они прошли достаточно серьезный отбор. Это даже не поток называется, а бассейн, как бы, да. Вот. И сейчас вот обучается 200 человек. Обучение началось с 23 октября. А вот только-только, да, получается? 23 октября, да, но официальное открытие у нас будет позже, 9 ноября. Вот. И при этом те навыки, которые обретут обучающиеся, а это, кстати, вот уже не дети, это люди, которые уже постарше, там, да. Вообще, как вот, насколько мне известно, есть даже случаи, когда вот 60-летние люди, да, вот, проходили вот это обучение, соответственно, уже какую-то вот переквалификацию и применяли вот эти навыки у себя в работе. Вот. И мы ожидаем то, что люди, которые вот обучатся, пройдут вот через этот бассейн и успешно пройдут полностью весь курс обучения, они будут либо создавать бизнесы, либо, например, работать в цифровой трансформации госуправления, либо в каких-то крупных бизнесах, ну и применять эти навыки. А это, конечно, все навыки, которые позволят быть компаниям более эффективными. Вот, потому что вот, как бы, вот работа с данными сейчас, на самом деле, это уже как бы некое, так скажем, стандартное требование, вот, умение работать с данными. Вот. И вот дата-аналитики, аналитики вот по данным, это тоже такая востребованная профессия, и она достаточно высокооплачиваемая. Вот. Ну, IT — это вообще курс движения нашей республики. У нас был стратегический указ главы еще на первый срок, да, когда Александр Сергеевич избрался, был стратегический указ о, значит, о цифровом развитии. Там ставились конкретно измеримые показатели по количеству кадров, прежде всего, да, рабочих мест и так далее. Вот насколько сейчас, я так понимаю, все-таки коррективы вносит ведь изменившаяся обстановка в мире, да. Понятно, что пандемия, она наоборот, может быть, подхлестнула развитие этой отрасли. Вот. Но то, что рынок поменялся, санкции и так далее, вот, как вы считаете, для этой отрасли это новые перспективы или это наоборот? Ну, сейчас вот то, что мы видим, спрос, он вырос.
Молодежи интересно информационные технологии именно как карьерный рост, потому что есть яркие примеры успешных компаний, которые до сих пор вот работают, и появляются новые лидеры в IT-отрасли. Есть вот такие, как бы у нас конкурсы, как «Моя профессия IT», которые обучают вот детей прямо со школьной скамьи. Потом это все подхватывается, например, также Якутским колледжем связи и информационных технологий, где тоже вот обучают основам информационных технологий. Потом вот дальше школа 21, у нас есть IT-центры по районам, где также вот доступен контент именно в сфере IT. Соответственно, как бы то, что мы сейчас видим, там достаточно большой спрос вот на всех вот этих стадиях. Соответственно, у нас сейчас, как бы, можно сказать, практически все слои населения имеют возможность развиваться вот в этом направлении. Поэтому спрос однозначно есть, и во всех, можно сейчас посмотреть, даже в госструктурах, да, требуются вот такие специалисты. Потому что сейчас, вот, ну, если вы не оцифрованы, так скажем, да, то всегда можно найти какую-то вот эффективность в этой деятельности. Ну, путем оцифровки. Есть же еще мнение, что IT и оцифровка это просто становится частью, ну, как вы сказали, да, в обычном аналоговом, там, том же книгоиздательстве появляются элементы IT. Тот же Сбербанк-то, в общем, это же изначально банк, а теперь это уже не конкретно IT-компания. Ну, технологическая компания, Технологичная да. компания. То есть действительно в каждом, в традиционном бизнесе, в каждом традиционном направлении нужно будет свои разработчики, свои вот это вот, как вы считаете? Ну, вот, например, даже, скажем, в сельском хозяйстве. Вообще цифра применима она везде, потому что она однозначно повышает вот эффективность. Тот же вот можно делать мониторинг там поголовья, да, при помощи каких-то технологий. Можно вот использовать датчики, как бы технологии интернета вещей для повышения, опять же, эффективности организаций. Поэтому в образовании, ну, на самом деле во всех сферах сейчас это имеет очень такой вот большой спрос и применение. И мы, как регион, на самом деле находимся на такой очень, скажем, мы не самые цифровые, да, пока что, но мы к этому стремимся. Но я так слышала, что у нас, в принципе, очень хороший процент цифровизации, если смотреть не на количество территорий покрытые, а по процентное соотношение населения, поскольку у нас... Ну, у нас пользуются, например, вот даже, скажем, вот как лицензии вот на охоту, да, которые вот также на электронной платформе разыгрывается вот эта лотерея. Очень большое количество любителей охоты уже оцифрованы и используют эти решения. Госуслуги, например, те же, которые доступны и на Якутия, там, ну и сами вот госуслуги. Люди у нас действительно, вот, скажем, цифру хорошо воспринимают, вот, и все активно пользуются. Вот, поэтому как раз вот наша задача — это вот популяризация там, во всех отраслях экономики республики. Ну, для чего? Для того, чтобы повышать качество. Именно в органах исполнительной государственной власти это для того, чтобы мы были более эффективными и чтобы мы оказывали более качественные услуги населению. Вот. Ну, поэтому я уверен, что вот цифра для Якутии там, как, это такой ключ к успеху. Ну, это, кстати, ваша первая должность на госслужбе, если я не ошибаюсь. Да, это первая должность на госслужбе. Так и есть. Экономист из бизнеса. Вот как ощущение и насколько было действительно ожидаемым это назначение или неожиданным? Ну, оно логичное, да, назначение. Опять же, как я сказал, то, что уже был знаком со всеми практически вот отраслями. Вот, это очень ответственная должность, конечно. Действительно, там уровень, масштаб вот всех проектов, он колоссальный. Вот. Ну вот я понимаю, что нужно цифровизировать всю Арктику, это задача номер 1, да, вы сказали, а что потом? Ну, у нас направлений достаточно много, там, это не только цифра, также, но все равно это так или иначе связано. Там, да? Развитие креативных индустрий это не всегда подразумевает себе там, в какую-то вот, оцифровку. Поэтому у нас и также вот направление
связанные с информационной безопасностью, есть. Но опять же, это, наверное, там цифра. Но этот процесс вообще на самом деле бесконечный, так скажем. Вот. Поэтому, ну, если говорить о назначении, оно такое вполне себе логичное, понятное. Как я сказал, поле вот деятельности огромное, это, конечно, несопоставимо вот с тем, что я занимался именно вот в части развития инновационной экосистемы. Вот. Но при этом в подведомственных организациях, вот, в министерстве очень большие профессионалы, вот, поэтому надеюсь, что у нас все получится. Ну что ж, спасибо вам за беседу. Тоже надеюсь, что все получится, потому что мы тоже подвед, в общем, медцифра, да. Ну и успехов вам Большое спасибо, Ирина. и нам вместе с вами. Спасибо. На этом программа «Якутия в деталях» подошла к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.